Недавно в интернете появилась статья «Россия и Турция о сотрудничестве с Союзом. Почему бы и нет?» Автор Фархад Ахмедов. Вы эту статью, наверное, видели, да? И вот хотелось бы, чтобы вы немножко рассказали о сотрудничестве с тюркским миром, России, какие вы видите перспективы этого дела. Да, я эту статью вчера успел прочитать. Статья занимательная и имеет основания для такого рода рассуждений и предложений. Но речь идет в данном случае о пересмотре взаимоотношений России и Турции как государств. Турция является, хотя самым большим государством тюркских народов, в то же время это не весь тюркский мир. Тюркский мир очень большой на территории нашего континента. Это Турция, это одно, и тюркские народы, проживающие в ряде стран Ближнего Востока, как Сирия, Иран, Ирак, о них, Афганистан, мы о них в Советском Союзе практически ничего не знали. Их очень много. Потом исторически с древнейших времен тюркские народы населяли север нынешнего Китая, к северу от Великой Китайской стены. Это наша отеческая историческая земля и территория, где сейчас живут уйгуры и другие тюркские народы на западе Китая. Она называлась Сиюй на китайском, западный край. И он стал китайским всего 260 лет после разброма маньчжурской и цинской династии, которая владычица Китая, джунгарского государства. И сегодня мы имеем 5 тюркских государств, которые возникли из союзных республик Советского Союза. Это Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Каракалпакстан еще внутри Узбекистана. И в самой Российской Федерации из более чем 20 республик половину составляет республика с титульным народом во главе. Это Поволжье, Татарстан, Чувашия, Башкортостан, и в Сибири Алтай, Тува, Хакасия, и на севере Якутия, которая сейчас отнесена к Дальневосточному округу. На Северном Кавказе тюрки жили с древнейших времен, со скифских, и там Дагестан, Карачаево, Черкесия и Кабардино-Балкария в качестве титульных наций имеет тюркский элемент, тюркские народы. Более того, тюркские народы живут по всему Поволжью, от Нижнего Новгорода на севере и до Астрахани. Это все по обе стороны Волги, с древнейших времен там проживали тюркские народы древние, и современные татары и другие являются потомками этого населения. И также, если посмотрим на запад, к западу от Волги, 700-800 лет эта сторона называлась Крымской стороной. Территория от Волги на запад до Дуная, это называлась Крымская сторона. Не только Крымский полуостров, как мы в современной России узко понимаем. Вся эта территория Южной Украины или Южная Россия раньше называлась, или Новороссия, это был ареал обитания тюркских народов со времен кемерийцев и скифов. Долгое время в науке, когда господствовала европоцентристская концепция, скифские народы пытались отнести исключительно к ираноязычным народам, хотя никто туда не ездил, не знает, на каких языках они говорили. А на самом деле, вот топонимика, имена действующих лиц, зафиксированные отцом истории, Геродотом, они говорят о тюркском характере. Там, конечно, было многоязычие, как и сейчас. Многоязычие, много племен было, но значительная часть этих скифов, те же скифы царские, скифы, кочевники и так далее, они были тюрками, безусловно. А скифы, скажем, пахари, это понятно, что это были предки будущих славянских народов. То есть Геродот сам пишет, чтобы общаться со скифами, нужно иметь 7 переводчиков. Идя от Крыма на восток, до высоких гор, это под высокими горами он подразумевал Алтай,
Тяньшань и так далее, что надо иметь 7 переводчиков. То есть существовало 7 разных наречий или 7 языковых семей. Примерно такое же соотношение сохранилось по сей день. И если мы возьмем Российскую Федерацию, которую я обозначил, тюрки-татары проживают и во многих, казалось бы, финно-угорских республиках. Тоже они там не пришельцы, они там жили постоянно. И во многих областях Поволжья и Центральной России. Повсеместно. А уж потом уже татары вместе с русскими распространились и вплоть до Тихого океана тоже там во многих регионах. Кроме того, у многих народов присутствует явно тюркский компонент, да, в их культуре. Безусловно, потому что если мы возьмем территорию континента Евразии, основная ось, которая называется у географов Великая степь, от Хингана на востоке, от Маньчжурии до Дуная, до Карпат, до Венгерской равнины Пушты, это была область обитания всех тюркских народов. И к югу, к северу от этих народов с нами тоже соседствовали финно-угорские народы к северу от нас, славянские народы, предки нынешних русских, великороссов, малороссов и белорусов. А к югу от нас с нами веками, тысячелетиями тоже соседствовали, роднились иранские народы, ираноязычные. Причем надо помнить, что Ираном в древние времена называлась как раз значительная часть нынешней Средней Азии. Средней Азии. И вот и между ними постоянно шло взаимодействие, не только экономическое, не только политическое, административное. Были контакты династического характера, семейно-бытовые. И вот в этом отношении мы не являемся таким изолированным этносом. В современной Российской Федерации тюрки являются вторым по количеству основным элементом населения Российской Федерации. Вот. Но Россия ведь не признает себя тюркской страной, вообще-то говоря. Ну, я бы так не сказал. Вот мы сейчас с вами сидим в здании нашего Союза писателей России, только что состоялся наш пленум. Ваш покорный слуга там участвовал, и было принято решение, что Союз писателей России, где насчитывается 8 тысяч членов Союза писателей России, вместе еще с 4 профессиональными писательскими организациями, образует, наконец, ассоциацию писательских союзов. И в этом Союзе писателей России мы, национальная литература, тоже имеем свой вес, свой голос. Очень много литератур, письменных литератур, создается на тюрко-татарских языках. Вот. И этот вопрос у нас с Союзом писателей не обходится. А наши выдающиеся мыслители, если уж там брать классиков русской литературы, как Достоевского, Гоголя, Пушкина, Толстого, они прекрасно понимали роль и значение тюрко-татарского фактора в исторических судьбах России. И только надо внимательно читать, вот, с карандашом в руках, и вы увидите, что они это прекрасно понимали и признавали. И Достоевский, уж какой бы он был, философ был, религиозный и так далее, он говорил, что Россия является азиатским государством, азиатской державой, критиковал славян, что они являются врагами России, что на Россию они наводят врагов. А вот именно тюрко-татарский компонент России всегда выступал на стороне. В самые трудные кризисные моменты российской истории тюрко-татарский элемент не подводил. И это об этом тоже как-то современно, так сказать, суете забывает. Слово пантюркизм вообще в сегодняшней России является как бы даже не в сегодняшней, а и в предыдущие годы, при Сталине, является как бы ругательным словом. Вы знаете, от чего это я все? немножко не соглашусь, потому что Советский Союз и современная Российская Федерация – это два совершенно разных государства. На бытовом уровне люди это не осознают. И в этом смысле как раз к заслуге современной России я должен сказать, что очень многое
положительно в эту сторону пересмотрено, в отличие от той политики Советского Союза, которая основывалась на ложных вот этих постулатах. Понимаете, когда, я даже грешным делом скажу, люди, находясь под страшным игом в 20-е годы, а их внимание отвлекали куда-то в 20-30-е годы, далеко вглубь веков, пугали татаро-монгольским игом. Какое же иго, когда в русских княжествах, так же, как и во всех других государствах, которые входили в состав паневразийского государства, империи Чингисхана, всех обкладывали всего лишь 10% налогом. Сегодня любой бизнесмен обеими руками проголосует, скажет: батюшка, это же вообще... Ему больше ничего не надо. Никто не имел права грабить, ни купцов, не измываться над людьми, не продавать. Идеальный был порядок. А в русских княжествах, кроме тех, которые оказали во время объединения, я скажу не завоевания, а объединения в единое государство, и все было оставлено. Князья остались при своих должностях, внутреннее самоуправление было полностью своим, все, быт народа не был затронут. Более того, исходя из конституции великого государства, называется Великий Ясак, Великая Иса, было покровительство всем существующим религиям, народов, которые входили в состав этого государства. И покровительствовали они и буддизму, и мусульманству, и иудаизму, и конфуцианству, и так далее. Вы имеете в виду язу Чингисхана? Да, естественно, это имея в виду. Вот, поэтому они русскую веру не трогали. Чем обусловлен был поворот передовых русских князей, и прежде всего Александра Невского, это было спасением, потому что они оказались бы между двух огней. Вот. Тевтоны и католики не оставляли им выбора. Это было бы уничтожение души, складывающегося русского этноса. Еще надо помнить, что в то время никакой России еще не существовало. Это были отдельные княжества. Еще не было единого этноса. Их сплачивала только религия, православная вера. И что сделали монголы при Золотой Орде? Они дали возможность русской церкви те права и те привилегии, которые ни один князь им не мог обеспечить. Они их вывели из подчинения Константинопольской церкви. Русская церковь стала сразу самостоятельной, потому что в составе этого государства была. И в столице того государства уже была митрополия. Почему она называется Сарайская? И современной русской церкви второй по значимости иерархическая должность называется митрополит Сарайский и Крутицкий. Сарайский — это значит столичный. Вот. Это тоже не следует забывать. Вот. В контексте того, что вот сейчас творится между двумя братскими народами, республиками, между Российской Федерацией и Украиной, когда украинская церковь откалывается от своей материнской церкви, это их не приведет к добру. И там украинское государство не сможет им обеспечить церкви. Мы в интернете часто встречаем, вот пантюркизм страшное зло, что это вообще приведет Россию к разрушению. Откуда такие вообще вещи? Вышел фильм «Орда», кстати, совсем недавно. Я так фальшивые фильмы, бездарные, не смотрю. Эти фильмы специально созданы по заказу. Вот когда они видят, что на государственном уровне намечается и в общественном сознании намечается долгожданный и диалектический пересмотр устаревших концепций, вот вбрасывает в общество это сознание ненависти. Мы сами видим, как с трибуны Государственной Думы 30 лет летят слова ненависти, всех смешивает в одну кучу, не понимая, что мы и есть патриоты России, даже в большей степени, чем иные. Какой пантюркизм? Пантюркизм пытались прививать нам 30-е годы, тоже с чьей-то подачи, потому что во главе Советского Союза в то время стали представители Грузии и Армении. Сталин, Микоян и другие, и они, естественно, разжигали. А когда Россия, революционная молодая Россия, разрушенная, восстанавливалась, она заключила дружественные отношения с революционной Турцией, которые империалисты Антанты хотели расчленить, и они друг в друге нуждались. А до этого
Они 300 лет пытались постоянно стравливать Россию, Турцию, Османскую империю с Российской империей, хотя на самом деле истоки этих двух государств, этих двух народов восходят к древнему великому тюркскому каганату, откуда они вышли. Только там пошла южная линия, Огузская, а здесь пошла на север другая линия. Понимаете? Вот это мы недопонимаем сейчас. И люди, далекие от этого, пытаются обвинить. Что такое пантюркизм? Мы же не обвиняем в пангерманизме, панславизме, естественная тяга тянуться друг к другу, узнавать друг друга. Нас и так разлучили все эти годы. Я, например, не сторонник того расчленения Туркестана в 1924 году на ряд республик. Сейчас мы видим, что они, вот как 5 республик или 4 там, они не могут, даже исходя из экономических соображений, из экологических, не могут сообразить, что надо спасать Арал, надо спустить воду Амударьи, Сырдарьи. Не могут, потому что разные государства, разные интересы. А если было бы единое руководство внутри, как бы была бы там федерация тюркская, да, туркестанская, так скажем, они могли бы решить вопросы. То же самое было бы и в Закавказье, не было бы вот этих недоразумений между армянами, азербайджанцами и грузинами. Армяне благополучно жили в Османской империи 600 лет. Никто их не трогал. Никакой на веру их не посягал. Их могли бы за 600 лет вообще ассимилировать. Они исчезли бы. Они прекрасно там жили. Они платили мизерные налоги государству, как христиане. Строили, имели все свои культовые объекты. Ведь старинная албанская церковь-то, она была, по сути дела, тоже тюркская. Конечно, албанская церковь, она не григорианская, не армянская церковь. Потому что на Кавказе было много этих разных религий, разных конфессий. Что нам мешает соединиться с Турцией в один единый союз? Вот как предлагает автор вот той статьи, о которой я говорил. Нам ничто не мешает иметь тесные, союзнические, дружественные связи России и Турции. Но стать единым государством – это вопрос, естественно, долгий. Самое главное, что жизнь берет свое, так сказать, без всяких этих заблуждений. То есть вот в этой статье очень много сказано о уже установившихся экономических, культурных и даже семейно-брачных отношений между гражданами наших стран. Это естественный процесс идет. Это так должно было быть. Это должно было быть давно. Если мы возьмем турков, я коренной тюрк, азиатский, первоначальный. Разве я похож на турка? А почему турки? Потому что они за 1000 лет в результате смешения у них изменился внешний расовый тип. У них греческий тип. И даже в большей степени у них славянская кровь доминирует, об этом эти же, в отличие от науки 19 века, никто этим не занимается серьезно, социологи и так далее. А если посмотрят, абсолютно выяснится, что близкие родственники, русские с турками. Потому что я 2 раза заходил, я помню, в Измире и в Анкаре, за прилавком стоит абсолютно русская женщина. Я забылся и обратился к ней на русском языке. Она так смотрит на меня, хлопает глазами, и тут до меня доходит, где я нахожусь. Это же, она же турчанка. Это чистейший типаж. Вот, малороссийский или южнославянский, или чисто русский такой. Вот это показатель, что наши народы имеют между собой даже кровное родство. Поэтому все эти политические, идеологические заблуждения сейчас остаются позади 20 века. И здравый смысл берет начало. И у России, и у Турции очень много, естественно, общих интересов уже видны. Не только экономические, но и цивилизационные интересы уже начинают совпадать друг другу, навстречу идут. Вот. В этом отношении это, конечно, для нас, граждан Российской Федерации, для нас, тюркских народов России, это нам хорошо, потому что Россию, прямо скажу,
вы говорите, всякую белиберду, всякую чепуху о пантюркизме пишут. Где этот пантюркизм? Их спросить надо. Сколько можно Россию, русских, Кремль, разные правительства разных эпох пугать тюрками, пугать татарами, татаро-монголами? Мы можем им другой вопрос задать. Кто вас спасал? Кто вас спасал в 13 веке? Историки профессионально прекрасно знают, что за спиной Александра Невского на Неве стояла татарская конница. Кто разгромил на Чудском озере псов-рыцарей? Кто разгромил под Лигницем на территории Западной Польши, фактически на территории Германии в 13 веке отборную конницу польско-немецких рыцарей? Одна монгольская бригада во главе с Байдаром. Даже не заметили, для них это был эпизодический бой. И тем самым на несколько столетий или фактически они остановили крестовые походы против русских, против славян, против православных. Вот кто спас тогда. Не было бы тогда. Возьмем еще другие периоды истории. Кто спасал во время, вот 4 ноября отмечаем, да? Как День народного единства. А кто навел поляков сюда? Мы говорим, интервенты, извините, их изменники бояре сами пригласили польского королевича, посадили на московский, пустующий после Бориса Годунова престол. Польский король не разрешил сыну стать московским царем. Если бы он разрешил, я думаю, он историческую недальновидность проявил. Если бы он посадил, все, не было бы, не состоялась бы Москва в России. И опять кто вышибал, когда все изменники, казаки, эти бояре и другие сословия предались на сторону поляков. Пришли народы Поволжья во главе с 2 крещенными татарами, которым стоит памятник на Красной площади. Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, который имел ордынские, ханские, так сказать, корни, который мог бы стать более лучшим царем, чем Мишка Романов, который прятался под кроватью, не хотел быть царем, потому что он юноша, мальчишка был. Он боялся, что бояре его убьют. Вот кто. А кто пришел? Татары пришли, чуваши пришли, марийцы пришли, мордва, башкиры, народы. Казалось бы, если Москва была для нас чужой, почему эти народы приходят, спасают ее? А? Почему не соединились с поляками, ударить с этой стороны? Нет же. Это уже говорит о том, что в то время мы прекрасно понимали свое место, прекрасно понимали свое отечество. А если возьмем под Полтавской битвой, кто выручил в Полтавской битве Петра I? Он попадал в плен, а не Карл XII. Тогда была бы Великая Швеция, если бы армия Петра потерпела поражение, Петр попал бы в плен. Опять пришли наши, спасли. Калмыцкая конница врубилась. Там в той армии русской были и татары, были башкиры, калмыки служили, другие народы царской армии не мобилизовывали. Это такое было гуманное отношение к народам, я бы так сказал. А эти народы служили, потому что в Москве знали, что это народы с воинскими доблестями, когда Золотая Орда уже центр разваливался, как Советский Союз. Они выезжали из сарая, из Орды на службу к московскому князю. Они не изменяли родине. Москва была одним из составных частей этого государства. Они просто понимали, что за Москвой будущее. И мишары пришли служить Москве. И когда приезжал Мурза, татарин, он же полководец приезжал, не рядовой, он со своим войском приезжал, с родней. Его же отправляли на войну с тевтонами в Ливонию, то есть в Прибалтику. Сразу ему давали полки командовать, потому что у них были воинские качества, которыми московиты еще не в полной мере обладали в то время. Им давали дачу, если летом приезжали. Если это были чужие или враги, ну с какой стати московиты, их бы так жаловали и так бы хотели, чтобы они стали подданными московского князя, а впоследствии царя. И даже царский титул был унаследован у Золотой Орды. Поэтому всякую белиберду, которую пишут, они читают устаревшие вещи, и этим пугают сами себя и друг друга. А если взять 1812 год, кто погнал Наполеона отсюда, опять это азиатская Россия была, активным образом участвовала в этот период.
И последующие войны, я скажу. Великую Отечественную войну. Вот, когда те, которые служили на западной границе, бежали до Москвы, и значительная часть добровольно сдавалась фашистам. Но наши народы проявили гражданскую зрелость, стойкость. И именно сибирские дивизии, туркестанские дивизии, кавказские, азербайджанские, но я имею в виду кавказские, то есть всех беру, всех перечислять невозможно. Вот кто по сути спасал. Гитлер раздолбал бы, если бы Россия оканчивалась бы на Волге или на Урале. Все. И не было бы сегодня. В гитлеровской коалиции они все были. И французики были, и все эти западноевропейцы были, все восточные славяне были. И даже родные братушки, болгары и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне. Кроме сербов, они все были на стороне Гитлера. Вот вам братья-славяне. А Турция не вступила в войну. Вот, Турция не воевала против России, против Советского Союза, так скажем. Сохраняла нейтралитет, хотя это было и очень, так сказать, трудно и опасно. Они же могли бы, если на случай победы над Советским Союзом, они бы, естественно, и Турцию бы разорвали бы в клочья. И турецкое правительство проявило целомудрие и понимание ситуации. Вот этим самым для Советского Союза на юге не был открыт фронт. Мы боялись, что на Дальнем Востоке второго фронта, а мог бы быть и третий фронт, на Кавказе, в Крыму, на Черном море. Мы бы не справились. Разве это не было спасением? А ведь скольких людей ни за что не погубили, обвиняя, что это пантюркисты, что это агенты и так далее, и так далее. Невинных людей сейчас взять архивы, там ничего нет. Когда наши попадали в плен, ведь пытались же сформировать из них легионеров, которые воевали бы на стороне фашистов. Вспомним подвиг Мусы Джалила и его товарищей. Вот, я еще со школьных лет помню, как их бельгиец, который сидел с ними вместе в одной камере, он боялся, дрожал, когда двери открывали, что их поведут на казнь. Этот бельгиец забивался под стол или под кровать. И он говорит, их повели татар рано утром на казнь, они знали, что их ведут на казнь, они весело разговаривали, говорили, какое прекрасное утро, как птички поют и так далее. Вот это говорит о стойкости, мужестве духа. Они же могли бы, чтобы сохранить свои жизни, переметнуться на их сторону, хотя бы временно, как Уласов и так далее, а те убежденно переходили на сторону. Почему они не переходили? Вот еще один ответ. И таких примеров не счесть. Сколько воевало представителей небольших сибирских народов, как якуты, там, буряты, алтайцы, хакасы и так далее. Это были снайпера, это были охотники, природные воины. Один такой снайпер стоил целого батальона фашистов. Под Сталинградом начальник немецкого госпиталя пишет, что все попадают с ранением в один глаз. Потому что это якутский снайпер, как белку их бил в глаз. Вот. Не количеством, а боевой сноровкой. Вообще, для России что может дать этот союз с тюркскими народами? Вот на сейчас, видите, сейчас в мире уже в этот сейчас период коронавируса, который, и вот этот автор тоже об этом говорит, многие государства, страны выйдут крайне ослабленными, и они попадут под центры большой силы тех государств, которые уцелеют. А мы знаем, сегодня, кроме нас, существует центр силы Китай, центр силы США, Америка и Европа западная, Европейский Союз. И вот и Россия, и Турция между ними. Их ни туда не возьмут. Поэтому необходимо создать самостоятельный центр силы. Этот союз напрашивался и 100 лет назад, 200 лет назад. Но все время вот Россию использовали, европейские державы в своих этих интересах, стравливали Российскую империю с Османской империей, героические подвиги русских полководцев, которые к тому же были тюркско-татарского происхождения, как Суворов, Кутузов, оставались в Туне, потому что политики решали другие вопросы. Получалось, что Россия проливала кровь за интересы то Пруссии, то Австрии, то Франции. И что она заимела от них? Ничего.
абсолютно. И 30 лет нас тоже мурыжили вот этим вхождением пресловутой Европы. Россия была в виде Советского Союза в центре Европы. Куда нам ходить-то? Большой России. Поэтому сегодня напрашивается, что нам нужно развивать самостоятельные, вот это, создать самостоятельный центр силы, и это вполне, и мощь и России, и Турции вполне этому способствует. Вот что вам показывает Карабахский конфликт, вот, который вот сейчас если вроде бы затих? Я это уже объяснил. Если бы Советский Союз оставался, конечно, никакого Карабахского конфликта не было бы. Мы забываем о том, что армяне – это особая нация. Вот в нашем общественном сознании это не укладывается. Мы не понимаем, что центры армянства, которые их постоянно провоцирует простой армянский народ, находятся вне. Армяне жили веками, благоденствовали на Ближнем Востоке, на территории нынешней Сирии, на территории нынешнего Ливана, богато, хорошо жили. Потом это стало территорией Османской империи. Они сердятся на турков, но не турки же разгромили Армению. Это при Византийской империи, казалось бы, при единоверцах произошло. Греки их терпеть не могли, тоже были свои эти. А при турках они, наоборот, были защищены и прикрыты. А потом вот уже с 19 века армян начали отравлять оттуда, с запада, те, которые перебрались. Мы это сегодня видим на политике Франции, на политике США. Вот оттуда идут указания. И при Хрущеве как раз ошибку допустили, что в армянскую СССР стали переселять этих иностранцев. Они стали отравлять армянский народ. Я армян очень хорошо, со школьных лет знаю, нормальные, неплохие люди, абсолютно, и никакой вражды не было. Уже в институтские годы в Москве, где мы учились, там был весь интернационал Советского Союза, все народы, я видел, как азербайджанцы, армяне, студенты, парни и девушки дружили, они даже держались вместе, как земляки. Даже мы бы подумать не могли, что у них когда-то потом произойдет вот этот разлад. Даже никто не догадывался об этом. А это все вот запустили в конце перестройки, потому что нужно было разломать, взорвать. Вот. И таким образом все это дело дошло до войны. Вот после 91 года. Вот. Слава Богу, что 44-дневная война закончилась, и Азербайджан законным образом вернул свои территории, и даже они дальше остановились благодаря содействию России и президента России, потому что иначе с обеих сторон погибли бы в бессмысленной войне еще сотни или тысячи ребят. Вот. Остановились и без войны, без крови освободили все эти районы. Это нужно было давно сделать. Я, например, не хочу сейчас, когда мы говорим о тюрках, все-таки я думаю, что и армяне с нами жили, и им некуда деваться, если они не эмигрируют на Запад или куда-нибудь. Им жить вместе с азербайджанцами, вместе с турками, им даже пересмотреть надо, как пересмотрели европейские государства. Вспомним из истории, как люто враждовали Англия и Франция, когда они еще неизвестно, кто победит. Если бы Англия победила, сегодня Франции бы не было. В двух мировых войнах и более мелких Германия и Франция постоянно воевали за спорные территории. Но ведь они поумнели, нашли общий язык. Сегодня они находятся главными державами в Европейском Союзе. И Армении, вот если они пересмотрят, путь сразу откроется. Вот граница, если откроется, вот эта дорога на Турцию, они будут работать, и Армения будет получать свои дивиденды от газа и нефти и торговли, и их никто обижать не будет. Тем более миллионы азербайджанцев и армян живут в России с российским гражданством. Здесь, да, с российским гражданством. Вот. Здесь я бы не сказал, что они здесь враждуют, я смотрю. Нормально работают, да. Потому что их никто не подстрекает со стороны. Вот. Многие из них уже давно тоже перемешаны между собой. Женатые, замуж выходят. Это тоже надо учитывать, что люди, они люди. Если их не подстрекают, они нормально живут. А вот конфликт с Украиной, кстати, вот можно ли вот в рамках вот этого союза как-то уладить вообще, в принципе? Абсолютно, абсолютно. Конфликт с Украиной очень просто уладить. Просто, видите, обе стороны не говорят, лукавят. Надо понимать,
Они же не говорят о 91-м годе. Что была Украинская ССР, РСФСР была, что это было одно государство. Это были условные границы между союзными республиками. И вот тогда нечего было бы делить ни Крым, ни Донбасс. Снова надо восстановить наши отношения. И уже на новой основе, равноправно. Я считаю, что со стороны России некоторые ревнители, так называемый русский мир, придумали. Я тоже, мы все живем в этом русском мире, в широком смысле слова. Но говорить исключительно русский мир и звать в русский мир на правах вассала или подчиненного никто не придет. Даже таджики не придут. А вот если в СССР, я слышал, как говорили мне ученые дамы из разных республик, говорят, нет, мы же только освободились, стали на самостоятельный путь развития, снова под Россию, там, причем называют шовинистическую, мы не пойдем под русский мир. А в СССР с удовольствием. Поэтому, чтобы каким-то образом найти компромиссный вариант, нужно сделать так, как большевики сделали в 22 году. Они разбитую, расчлененную Россию собрали после гражданской войны по кускам. А еще большевиков неправильно обвиняли. Они даже пошли, чтобы как бы не затрагивать чувства других народов, там Малороссии, Прибалтики и так далее, там, они пошли на изменение названия самого государства. Вместо России придумали псевдоним Советский Союз, который всех уравнивал. И вот если вот такой путь найти, я думаю, проблем не будет между Украиной и Россией. Это для меня, например, я их даже не считаю славянами. Для меня они три разные ветви. Мы же тюрки знаем, как по отношению друг к другу, так и для нас они русские, что великороссы, что белорусы, что украинцы. Когда создали республики, значение русский сузили до уровня только белорусов, только до уровня великороссов. И поэтому молодое поколение на Украине не знает, что они и есть Червоная Русь, что они и есть первые люди, которые себя называли русскими. Да, но на Украине сильные тюркские корни, кстати. Я смотрю с друзьями, я сколько в украинцах вижу этих представителей и половцев, и других наших тюркских народов, которые вошли в состав украинского народа. А казаки? Казаки, да, совершенно верно, тоже. Оттуда все это идет. Поэтому, если так вглядеться внимательно, все нормально. Только для этого нужна политическая воля, вот, понимание друг друга. И можно находить общий язык. Потому что для меня мы не чужие люди. От Карпат на западе до Тихого океана у нас одна система. Внутри, да, даже в семье иногда могут ругаться, братья ссорятся друг с другом, сестры не ладят. Но это одна семья. Вот если мы будем исходить из этого, искать общие корни, общий знаменатель, он у нас, безусловно, есть. Ничего придумывать даже не надо, никого насиловать не надо. Вот. И когда была презентация посредством Татарстана о первом нашем после Советского Союза, он был татарин, в Саудовской Аравии, он там славно поработал, его коллега уже, последующий русский, о нем написал замечательную книгу, и там я тоже сказал уже о дипломатических способностях российских граждан татар, как они помогли России безболезненно, без войн, без насилия расшириться на юг, на восток. Это благодаря вот именно тюрко-татарскому фактору. Вот там Москва вот так могла успешно пройти. Американцам понадобилось гораздо больше времени идти от одного океана до другого, а русские при сотрудничестве с нашими народами, прежде всего с сибирскими татарами и дальше тунгусами и якутами, они дошли до Тихого океана и дошли до Аляски за 60 лет. То есть перспективы такого сотрудничества могут быть вообще-то иметь глобальный характер. Абсолютно, это будет иметь глобальный характер. Особенно в Евразии. Но я скажу, что противников вот этому союзу, вот этому сотрудничеству найдется немало на данном этапе и внутри Российской Федерации, и внутри, и вне России. Будет очень много противников, которые боятся вот этого великого союза
в Европе прекрасно понимают значение исторической и Османской империи, и Российской. Они знают, что если они будут вместе, все. Так что надо работать. Надо работать, просто надо работать всем, во всех направлениях, не спешить иногда, не надо забегать вперед, это процесс. Мы сидим в здании Союза писателей, я говорю уже о классиках, таких вот как Пушкин, Лев Толстой, а уже и современные наши теоретики, вот они все эти взгляды от славянофильства узкого, московского, к этим годам вот пересмотрели, стали на позиции евразийства, а евразийство это есть наше общее, что нас объединяет и славян, и русских, и финно-угров, и тюрков, и татар, и кавказцев, и все наши народы. Вот на этом мы имеем общий знаменатель, общие корни и общий дом.